Так, хорошо. Селям алейкум. Алейкум селям. Эльвира, да? Да, Эльвира. Честно говоря, мне кажется, для многих такая загадка, почему Кейчтан Майли, в Инстаграме у тебя профиль. Как бы я именно по Инстаграму тебя знаю, поэтому у меня такой вопрос был. Почему, что с чем связано? Я помню, где-то ты поясняла вот этот момент, но не мог вспомнить, поэтому лучше проговорить заново. Вообще многие интересуются, почему именно Кейчтан Майли, и вот при знакомстве вот все мне всегда говорят: о, Кейчтан Майли, не всегда даже мое имя вспоминают сразу. Почему Кейчтан Майли? Идея вообще создания моего проекта Кейчтан Майли — это исторический блог, где я рассказываю об истории. Она мне пришла очень давно. Я вообще интересоваться историей начала с 14 лет, а первую группу... Сейчас? С 14 лет. Сейчас сколько? 23. 23. Вот. И вот мне было 16 лет, я создала свой аккаунт, не аккаунт, а именно ВКонтакте группу сделала. Вот. А потом через несколько лет я решила придумать какое-то интересное название. И я очень долго думала и пришла к тому мнению, что я должна назвать свой блог, свою группу так, как вижу сегодняшний период в истории крымских татар. И я решила назвать его «Поздний рассвет». На крымско-татарском Кейчтан Майли. Поздний рассвет. Почему? Почему мне кажется, что крымские татары на данный момент переживают поздний рассвет? Дело в том, что наш народ депортировали. И вот в 90-х годах мы все начали массово возвращаться обратно в Крым. И на данный момент каждый из нас пытается как-то развиваться, помочь своему народу. И на сегодняшний день мне все-таки кажется, что мы вот переживаем рассвет, только он поздний. Поэтому я так и назвала Кейчтан Майли. То есть дословно это поздний рассвет? Да. Надеюсь, что когда-то историки назовут наш период именно Кейчтан Майли. Ну, слушай, я, честно говоря, тоже оптимистичен в этих моментах, потому что мне кажется, что вот этот оптимизм, такой здоровый, да, то есть не такое, что он на самом деле очень помогает, и многим людям нужна вот такая вот, знаешь, позитивная мысль, что ли, позитивный настрой. Хорошо, значит, две темы ты затронула, мы как бы коснемся, да, это Инстаграм и история. Да, история. Во-первых, самый большой вопрос у меня сейчас, почему именно история? Я так понимаю, что у тебя есть образование, да, по историческому? Да, я историк по образованию, я обучалась и в Симферополе, потом я обучалась в Киеве. Вот, история тоже так интересно все сложилось, это связано больше с моей семьей, потому что может, я говорю, что вот с 14 лет мне стала интересна история, я начала ее изучать, но на самом деле интерес к истории, наверное, пробуждали и мои родители в некотором смысле. Я вообще из обычной сельской семьи, я родилась в Джанкойском районе, училась в обычной сельской школе. Вот, и вот моя Анашка, мои родители, они нас постоянно в детстве пытались воспитывать тому, что мы должны быть честными, мы должны быть справедливыми, мы должны интересоваться и соблюдать наши традиции. Сам мой отец, он тоже, у него интересная такая судьба, он сам был боксером, и в дальнейшем он хотел сделать свою военную карьеру. И вот у него тоже получается, как бы это все равно немножко связано. Военное что-то и история, вот эти все битвы и так далее. И вот с детства бабашка тоже меня приучал к этому. То есть я с детства смотрела всякие фильмы про битвы, то есть там про Чечню, про Афганистан, про Вьетнам, я это все хорошо знаю. Вот, Анашка у меня, у нее любовь к чтению, это вот у меня от Анашки. И вот я любила читать, всегда читала очень много. Я там, не знаю, вот с библиотек набирала огромнейший, много книг, и приходила домой и читала. Но еще тогда я не понимала, что я буду заниматься историей. И случилось такое очень неприятное событие в нашей семье, трагическое. Умер мой дедушка. Мой дедушка, он был сам родом из Бийук-Ламбада, Луштинский район. Он был депортирован, и во время депортации он остался без матери. И очень-очень грустная история. Вообще у каждого история очень грустная. И, я тогда этого всего не знала, мне было 13 лет. И мы тогда все задумались, дедушка умер, мы его потеряли. Отец потерял отца, и мы все задумались о жизни и смерти, о том, что мы все в этой жизни, мы не вечны. И наша семья в тот момент, она пришла к соблюдению религии, потому что мы религию соблюдали не с самого начала, то есть мы в дальнейшем потом начали всем этим интересоваться. Отец начал читать намаз, мы всей семьей начали читать намаз, и
у меня появился учитель, который мне помогал изучать арабский язык. Вот я начала изучать арабскую вязь, выучила самостоятельно арабскую вязь, сама читала Коран, но мне просто нужно было произношение поставить. И вот у меня был учитель, который мне ставил вот это произношение, учил правильно произносить чтение Корана. Ну да, там же непростая история. Да. И, в общем, он мне рассказывал некоторые моменты из нашей истории. И вот ко мне сначала пришло религиозное самосознание, а вот потом в дальнейшем мне пришло и национальное самосознание. Я пришла к тому мнению, что вот я крымская татарка, и вот мне интересно прошлое нашего народа. Почему вот мы приходим в школу, читаем книги, и я читаю некоторые неприятные факты о своем народе, о той же работорговле, или о том, что там крымские татары якобы кого-то предали и так далее. Все это было, конечно, неприятно, но меня, в принципе, на тот момент, вот когда я заинтересовалась религией, я заинтересовалась и историей. Вот я начала читать, изучать, я изучала вот всеобщую историю, мне вот все нравится. Я люблю историю Европы, историю Востока. Но потом более глубоко начала изучать историю крымских татар. Тогда мне предложили написать малую исследовательскую работу. Сказали, соберите, пожалуйста, истории о депортации и ну, вот что-то важное. Как воспоминания, да? Или да, воспоминания. Мне было 15 лет, и я начала собирать истории. Сначала узнала историю своего дедушки. Когда мне отец рассказал историю дедушки, я просто рыдала, потому что для меня это было... Ну, я об этом не знала. Вот для меня мир по-другому раскрывался. Я была просто шокирована, что с нашим народом когда-то так несправедливо поступили. И я начала разговаривать со стариками. И мне так повезло, мне одна бабушка, ей было там около 100 лет, она была разведчицей во время Великой Отечественной войны. Молодой девушкой, она умудрялась 5 раз убегать из плена у нацистов. Я так была восхищена этой женщиной, но она в том году умерла. Вот. И она мне принесла книгу. Это была книга на староосманском языке. И вот мне на тот момент повезло, что я знала арабскую вязь, и некоторые моменты я все-таки вычитать смогла. Эта книга, сейчас скажу, она была напечатана в 19 столетии. Вот. Потом похожую книгу я нашла тоже в этом селе у другого дедушки. Я с ним разговаривала, и он мне показал вот похожую книгу, тоже печать 19 столетия. Вот, и мне это все стало безумно интересно. Но это все потом на другой план пока ушло. Но у меня вот была такая цель узнать, что же это были за книги такие вот на старокрымско-татарском языке, каких-то блогов или групп, в которых бы раскрывалась история нашего народа, либо вот мне сейчас часто пишут и взрослые, и дети пишут, спрашивают, задают какие-то вопросы по истории, чтобы я могла ответить. На тот момент такого не было. То есть мне на свои вопросы нужно было искать ответы самой. И вот по поводу этих книг и так далее. В дальнейшем вот у нас была библиотека, и я собирала знания об истории нашего народа, по сути, по крупицам. Вот у нас не было там отдельных книг «История крымских татар» или еще что-то. Вот я там увидела книги по Крыму, набрала их, увидела что-то про крымских татар, и у меня все, я отдельно все выписывала, то, что по крупицам я могла собирать, я собирала. И вот на тот момент тоже помню очень хорошо, вышла книга, я была вот в 11 классе, вышла книга Валерия Евгеньевича Возгрина, он тоже умер. Да. И тогда почему-то вот какая-то организация подняла бунт типа от того, что в этой книге написано о том, что там оболгали русских, сделали из них каких-то там, знаешь, нехороших. Вот давай небольшую ремарочку. Там действительно провокационным языком написано. Есть провокационная тема. Если ты говоришь про крымских татар, допустим, что они там, у них было чисто, а вот у русских что было, то есть, такое какое-то параллельное сравнение шло. Да, вот тебе не казалось, что это какое-то провокационное таким на языком? тот момент я про эту книгу не знала. Я ее пыталась найти. У меня пробудилось интерес, мне стало интересно, почему такой бунт, что здесь такое? И я поступила на первый курс исторического факультета. Вот тогда я поговорила с научным руководителем, и он мне объяснил некоторые моменты из этой книги. Потом я уже ее самостоятельно прочитала, и я уже сама увидела некоторые моменты, которые были действительно провокационными. Просто было удивительно, эта книга еще в печать не вышла. И уже подняли бунт. Ну, конечно. Я удивилась это все понятно, потому что ее что-то читает, вычитывает, то есть там есть типографии, там много нюансов. Хорошо, давай немножко, просто у меня столько вопросов сразу возникло, а я боюсь тебя перебить. Смотри, значит,
Первый вопрос такой глобальный. Ты как бы, ну, молодая, да? То есть ты представитель молодежи вот прямо сейчас. Да. Есть такое мнение и наблюдение, что молодежи вообще не нужна история, они вообще ей не интересуются. Почему ты решила вот именно историю рассказывать, вести блог? Ты вообще сама с этим сталкиваешься или я не прав? Ну, я, конечно, немножечко с вами не соглашусь, потому что, по сути, мой блог, может, это прозвучит немного нескромно, но, по сути, это срез того, что интересует нашу молодежь. Я вижу то, что люди активны, то, что людям нравится, то, что я пишу. Мне ежедневно приходит много сообщений о том, что вот именно от молодежи чаще всего, что им нравится, то, что я пишу. Они меня с удовольствием читают, там просят меня написать что-то еще. Честно скажу, молодежи на самом... им интересно. Просто, понимаете, история тоже такая штука. Вот я вам говорила о том, что я пыталась искать нашу историю, хоть как-то по крупицам, узнавать о ней и так далее. И не у каждого есть возможность, не у каждого есть желание искать там что-то по крупицам и так далее. Просто вот так скажу, что нет особо готового материала. Вот ты взял, там прочитал, посмотрел и все. Именно в таком доступном, интересном формате. В общем, подытоживая, можем сказать, что интерес у молодежи есть. Есть, да. Так, есть. хорошо. И, по сути, ты сейчас своим блогом занимаешься популяризацией истории, да, так если брать? Да. То есть тебе этот путь нравится, да? Да, мне нравится. Так, смотри, значит, еще один вопрос. Я немножко старше тебя, да, как бы постарше, и я эти советские книги, я их помню, что там написано. Вот теперь такой вопрос. Читая информацию о крымских татар, как ты понимаешь, как ты различаешь, где наглая ложь, вранье, а где достоверные данные? Смотрите, я обучалась в университете на историческом факультете. Я специально пошла в университет, чтобы стать дипломированным специалистом и разбираться во всех этих вопросах. И нас очень многим вещам обучали в университете, рассказывали, у нас был такой классный предмет методология истории. Мы, может быть, на тот момент не особо понимали, но в дальнейшем пришло осознание того, что это важно. Важно осознавать принципы объективности и историзма. Такое есть. То есть мы изучали специально вот эту теорию в университете о том, что, вот если коротко объясню немножко про эти термины, принципы объективности и историзма, мы не можем вот сейчас, на данный момент, вот мы, современные люди, смотреть на то, что было в прошлом, современным взглядом. То есть, например, когда в советских книжках пишут о том, что вот крымские татары были работорговцами и так далее, и прочие гадости, которые просто неприятно читать. На самом деле это вот какая-то манипуляция. Они-то об этих принципах знают, это не по глупости делается. Они делают так, что они смотрят на историю прошлого современным взглядом. То есть, конечно же, работорговля кажется, это ненормально и так далее для нас. Да? Это дико. Это дико. Это было, но не в таком гиперболизированном размере, в котором нам подаются советские учебники. Так, теперь я тебя остановил. Я читал кадаскерские тетради, переведенные. С любопытством и интересом. Да. Но мой интерес быстро как бы угас, потому что там, в принципе, одна и та же информация была. Но интересна была такая история, где было это же судебное разбирательство в основном. Да, шариатские суды, решения шариатских где, судов. Значит, жена, разводясь с мужем, требовала, чтобы ее мехир ей отдали. А мехир это был мужчина из московской там какой-то области. Раб. Да. То есть это была абсолютно бытовая история, то есть это все было, они дарили друг другу, этих, то есть это же, может быть, это назвать не работорговля, но рабы они были и такой и большой частью. Была, да, и то есть большой частью. Были. То есть я думаю, знаешь, в чем нюанс? Мне кажется, что когда кто-то говорит, что крымские татары были работорговцами, это звучит очень грубо, но это было такое время. Возьмите вот Российскую империю. У нас в 1861 году только отменили крепостное право. То есть люди были крепостными, то же самое, что и рабы, по сути. Знаете, чем отличалось Крымское ханство, Османская империя и другие мусульманские государства от тех государств, где тоже была развита работорговля? Возьмешь ту же Великобританию, ту же Европу. Работорговля, она была везде практически. Даже вот в прошлом столетии только вот ее и то не до конца уничтожили, если будем говорить об этом. Есть определенные отличия. Вот вы сейчас провели кадиаскерские дифтеры. Вот я считаю, что это самый лучший источник по нашей истории. Да. Вы вот привели в пример. В чем разница? В том, что
В Османской империи, Крымском ханстве были определенные законы того, как ты имеешь право обращаться с рабом. Да. То есть они выводились все из шариата, из Корана. То есть были определения того, как ты должен относиться, что ты там не должен издеваться над человеком. То есть это лояльное отношение, да? Да. Возьмем Российскую империю, в котором тоже была развита работорговля, крепостное право. Крепостное, но это немножко другое. Люди восставали. То есть там человеку просто могли нанести какие-то увечья и так далее. Было реально униженное положение. То есть разница огромная, потому что здесь было все регламентировано, а в остальных частях особой регламентации не было. За этим особо так и не следили. Если мы вот возьмем вот этот вот вопрос и будем о нем говорить. Вот. Советские учебники нам по-другому это все подают. Вот смотри, что касается источников, да, университет, он же тоже на этих источниках, то есть целое поколение историков было выращено на советских книгах. Да. Я помню, что и будучи там в 5 классе, в 6 классе, мы все время возмущали эти книги. То есть я, будучи ребенком, понимал, что там просто откровенное вранье и чушь, ну, по разным моментам. Вот теперь, получается, ты идешь на историка. Да. Тебя учат, чтобы ты была адекватна и адекватно воспринимала данные, которые были написаны, да? Да. Но история, она же субъективна, это же не точная наука. Да. То есть ее можно история по-разному. субъективна, да. Ее же можно по-разному трактовать. Как ты разбиралась вот в этих вот в огромном количестве этих книг? Ты вот говоришь, да, вот про крымских татар нашла и что-то раз выписала для себя, какую-то заметочку оставила. Как ты понимала, что это, ну, достоверно, а это, ну, скорее всего, вранье? Во-первых, я читала все источники. То есть мы говорим о том, что у нас есть внешние и внутренние источники. Вот нужно изучать и внутренние, и внешние источники. Я слушала не только лекторов из своего университета, я училась в ТНУ, хотя у нас очень сильные университеты, преподаватели сильные были. И я не могу, вот у меня был преподаватель, декан исторического факультета Александр Германович Герцен. Да, это вот был объективный человек, он иногда мог сказать на крымско-татарском что-то. Мы с ним общались, он ко мне очень хорошо относился, потому что я крымская татарка. Он любил про крымских татар что-то рассказать на лекциях. То есть, я любила этого преподавателя. У нас был Игорь Александрович Спивак, который специально вел предмет история ислама. Почему он вел этот предмет? Я вот поступаю у себя к себе на факультет, в основном обучаюсь с русскими студентами. И меня немножко не воспринимали, потому что я читаю намаз. Я мусульманка, я крымская татарка, я там не могу там пить или еще что-то делать такого. Это сейчас тебя не так воспринимали? Вот недавно? Не. Когда вот поступила, мне было 17 лет, и меня воспринимали как-то не так, потому что, у людей были другие понятия, а я воспитывалась в мусульманской семье немножко по-другому. И вот Игорь Александрович, он специально давно еще ввел предмет по истории ислама. Он говорил, я ввожу этот предмет для того, чтобы вы нормально могли объективно воспринимать информацию. Потому что то, что у нас там говорят про мусульман, то есть часто бывают заангажированные источники, потому что люди не понимают самой позиции мусульманина, там, что есть Коран, хадис и так далее. Нас преподаватель заставлял это все изучать, и при этом он был украинцем или русским по национальности, я точно не... Спивак украинская фамилия. Да, но он был христианином, но он объективно нам подавал эту всю информацию. Помимо этого, я горжусь тем, что у меня были такие хорошие преподаватели, я их очень уважаю. Я ходила на различные лекции, которые устраивали наши крымские татары. Была раньше крымско-татарская организация, Кардашлык называется. Вот там был организатор Асан, и он тоже устраивал такие лекции с профессорами из КИПУ, например. Ты была членом Кардашлыка или просто приходила? Я была участником. А сейчас не работает, да? Организация не действует? Нет, они уже давно. Я точно не знаю. И я приходила всегда на эти лекции, послушать, что же там будет такого интересного. И вот у меня глаза вот так открывались, когда я слушала наших крымско-татарских преподавателей, историков, там Эмиль Сейдалиев иногда выступал. И иногда я в КИПУ просто ходила на лекции к Нариману Абдуль-Ваапу. Вот он тоже очень интересный человек, нужно будет тоже с ним интервью провести, машаллах. Вот, я и там, мне было интересно узнать информацию с разных источников, от разных людей. Вот насколько могла, настолько узнавала. В этом объективность заключается, то есть ты разные стороны должны изучать. Потом в Киеве то же самое. Вот я тоже ходила к разным преподавателям, у них тоже такое отношение к крымским татарам хорошее. Я, например, был у меня преподаватель Василий Арсеньевич Чумак. Я всех их по имени-отчеству помню, потому что у меня глубокое уважение к этим людям, ко всем преподавателям, которые меня учили.
И мы с ним поднялись тему такая про Богдана Хмельницкого и Ислам Гирея III. Знаете? Ну да, знаменитая история, да. Да, о том, что часто в учебниках писали о том, что крымские татары там предали казаков и бежали. Да. И я ему объясняла свою позицию, почему я не считаю, что это предательство. Я объяснила, потому что это не предательство, потому что Богдан Хмельницкий, он начал договариваться с вражеским государством для крымских татар, с московским государством и так далее. И знаете, что он сделал, мой преподаватель? Он дополнил мои аргументы того, что Ислам Гирей был прав, он дополнил их, и он мне еще дал пару аргументов в защиту крымских татар. Вот. Поэтому... Ну, слушай, это же обычный инструмент для чего? Вот есть украинский парень, да. чтобы посеять вражду между крымскими татарами, да, вбрасывается вот это вот кусочек этой истории. То есть, понимаешь, если мы говорим про объективность, мы говорим про какое-то знание, да, какое-то объемное знание. То есть, если ты знаешь разные стороны, ты можешь быть объективным, но опять же условно объективным. Да, потому что это история, но все равно субъективно. Ну, у нас вообще, знаешь, я считаю, что большой проблемой Крымского ханства, конечно, это была Османская империя, она очень сильно влияла на все это дело. Но мы об этом сейчас не будем говорить, потому что это огромная тема. Вот. Хорошо, значит, смотри. Твой интерес истории, он в конечном итоге привел к тому, что ты сделал календарь, да? Да. Но опять же, хочу сказать, что календарь это не чисто моя идея, я являюсь соавтором. Идея календаря моего бывшего одноклассника Фивзи Аблаева, то есть я сохраняю связь с людьми, с которыми я общаюсь. То есть, да, можно открыть. Да. С людьми, с которыми я общаюсь. Сверху камеры. Вот. И он мне как-то написал, говорит, он тоже следил за моим блогом, за моей деятельностью, и я там тоже следила, то, что он архитектор, тоже интересная личность, Фивзи Аблаев. Он мне говорит: Эльвира, почему бы нам не создать исторический календарь, где на каждой странице были бы прописаны важные даты из истории нашего народа. И вот просто у меня в голове такой прям взрыв какой-то подошел. Я такая, ничего себе. Ну, слушай, ты к этому долго все равно шла, в любом случае. То есть, когда у тебя огромное количество знаний, ты хочешь как-то их систематизировать. Да, ну, знаете, мне вот люди писали, вот как же изучить историю и так далее. Вот вы говорите о том, что молодежь, да, ну, есть такой, кто-то считает, что молодежь не интересуется, да. Но вот проблема в том, что нет какого-то определенного, хотя бы маленького учебника, либо такого материала, либо методички. Вот было бы описано все. Вот благодаря этому календарю люди изучают разные даты. И у них в голове хотя бы составляется определенная хронологическая линия, хронологическая цепочка определенных событий. Вот это наша проблема. В том, что у нас эта хронология, она не выстроена, потому что мы не изучаем историю в школах, мы не изучаем историю в университете, именно крымско-татарскую историю, мы не изучаем, у нас нет этой хронологии. Мы прекрасно знаем хронологию истории России, да, то есть вот без проблем любой перечислить. Да. Потом Украина. Слушай, есть, но это же понятно, почему нет такого учебника. Но ты знаешь, я из тех людей, которые всегда видят проблему в нас самих, если честно. Смотри, вот когда я узнал про идею о том, что ты делаешь календарь, ну, в соавторстве, да, то есть, ну, тебя, имея в виду команду. То есть мы сразу обозначим, чтобы никто не обижался. То есть, вот когда я узнал, что ты делаешь календарь, первая мысль, которая у меня возникла, ну, что календарь, он не актуален для сегодняшнего момента. То есть, смотри, вот два аргумента. Первый аргумент, что календарем никто не пользуется, потому что он есть в телефоне. Не считая моего отца, у него календарь висит на кухне. А вторая мысль, что, ну, год пройдет, его просто куда? То есть, его где-то оставят или что? То есть, ну, функция календаря. Я, знаешь, что подумал? Я примерно видел, что получается, и мне очень, ну, мне реально нравится то, что как получилось, потому что у нас у нас век Инстаграма, век технологий, то есть, и я как будто бы его уже видел. А не лучше было бы сделать какой-то, ну, не альманах, какой-то, может быть, журнал или, может, какую-то книжку иллюстрированную, то есть что-то повесомее, что можно было поставить на полку, положить на полку и людям давать, читать, смотреть. То есть вот. Ну вот, смотрите, давайте сейчас пройдемся по вашим аргументам, и я объясню. С удовольствием. По поводу, первое, что вы говорили, по поводу календарей, то, что это не совсем актуально, потому что не все пользуются. На самом деле нет. Потому что, ну, не было бы таких продаж, если бы люди не пользовались. Мне вот даже молодые пишут о том, что им намного удобнее делать какие-то обозначения, например, на календаре. То есть они рисуют?
То есть есть, ну, некоторые, кто-то У меня может... рука не поднимется рисовать. Слава Богу. Но для кого-то удобно. То есть календарь это всегда удобно. Почему календарь? Потому что таким образом мы пытаемся ввести историю нашего народа в повседневность. Да. То есть мы утром встаем, смотрим, ага, там у нас вот такой-то там год, люди садятся за стол, то есть они посмотрели, вот сегодня у нас такая дата, важная дата, все, они сели за стол, обсудили с семьей, вот в календаре так написано, вот такая вот дата, вот интересно, кто-то запомнил, кто-то нет, может следующую дату в следующий раз запомнит, то есть вот этот календарь, он висит дома, и люди начинают, вот крымско-татарская история, она уже потихонечку вводится в повседневность. Помимо этого, календарь снабжен различными изображениями из истории нашего народа. Вот даже вот февраль, вот эта мечеть в Грузуфе, я ее так люблю, но ее развалили в Советском Союзе. Да, я знаю, да. Вот. И вот, ну вот представьте, мы специально сделали эти изображения цветными. То есть оно висит, например, на кухне, и человек смотрит, они цветные, и таким образом он погружается в ту атмосферу, которая была ранее. То есть вот эти цветные изображения, то, что написано. Человек смотрит, и таким образом он погружается вот в эту всю атмосферу. Поэтому мне кажется, что все-таки календарь это актуально. И иногда, если честно, телефон надоедает. Я даже заметки некоторые делаю там в блокнотике, например, там не на телефоне. 100%. Но ты делаешь заметки в блокнотике, конечно. То есть я очень люблю бумагу, и она на самом деле намного лучше работает, как по мне. Вопрос в другом. То есть календарь, ну его же с собой не возьмешь, я в этом плане. То есть он в этом Нет, но он будет зато висеть дома. Не, согласен на 100%. Книгу тоже не всегда можно с собой взять. Ну, например, Возгрена, вот честно, я когда куда-то еду, вот эти 4 тома. Не, ну 4 тома не обязательно с собой носить. Ну, знаете, вот иногда бывает, что приходится. И работа историка тяжелая. Но вот что хочу сказать по поводу календаря. Вот что-то с мысли у меня немножечко ушло. Ну, у меня было два аргумента. Первое, что, ну, как бы... точно. Да. Вот я уверена, что его никто выбрасывать не будет. Я думаю, можно точно так же поставить именно на ту же полочку. То есть, мне кажется, будет все равно актуально. А нет желания сделать книжку какую-то? Да, я собираюсь. Слушай, ну смотри, вот справочник, да, к примеру. Но это же будет интересная история, если у тебя там такая книжка будет красивая, там все будет. То есть такой концентрат. У нас, понимаешь, сейчас же время очень быстро все идет, да, и никому не хочется читать том Возгрена. Хотят вот выжимки. Вот зашли к тебе в Инстаграм, раз, там быстренько-быстренько, и вроде как уже в курсе, понимаешь, моментов. Но в любом случае, ярмарка прошла книжная, очень хорошее дело, то есть реально много авторов, и я сам хотел стать, но чуть не сложилось, но КСМЕТ, то есть да, еще будет, так что все впереди. Вот, в любом случае, это хороший труд, большой труд. Я уверен, что люди оценили. Там вроде как писала, что 300, да, календарей ты отправила? Ну, больше 300. Ну, больше, наверное, да? Угу. А тираж был какой общий? 400. То есть сейчас, по сути, осталось немного, да, этих календарей? Да, в общем, их мало. Но что можно успеть еще, да? Что хочу сказать. Этот я вам дарю, если вам нравится, в студию, пожалуйста. Ну, конечно, что значит, если нам нравится? Конечно, нравится. Хочу сказать некоторые моменты по поводу календаря, почему он еще важен. Моя цель была показать, что наша история, она полна различных дат, она полна различными интересными событиями и личностями. Да. И вот, например, военная история. Из военной истории мы помним только 1571 год, когда Девлет-Герай пошел на Москву и ее сжег. Надо учредить медаль за сожжение Москвы, наконец-таки раздать ее нашим патриотам. Да? Но вот когда я спрашиваю, а какие даты еще знаменательные даты, вы знаете? Еще есть Кинжальская, это битва, которая... Ну, вот она не очень, да. Да. Ну, я имею в виду, она с той стороны очень любит. Да, ну, опять же, когда спрашиваю, какие даты вам, вы знаете из нашей истории, называют 1783 год, ликвидация Крымского ханства, 1944, 1781 год. Но наша история, она на самом деле, она красочна. У нас, вот мне хочется, чтобы мы уже поскорее бы вот отошли от комплекса
того, что мы страдаем. Отличная идея, да. Вот мы, на самом деле, у нас история победителей. И если вы почитаете календарь, там практически на каждой странице есть 1-2 даты, которая посвящена военным подвигам крымских татар. Вот просто я приведу вот самые простые примеры, которые мне вот просто сейчас бросятся в голову. Вот сейчас 1434 год. Крымско-татарская армия, 5000-я, выходит сражаться с 8000-й генуэзской армией. 8000-я генуэзская армия видит крымско-татарскую армию и просто разворачивается и убегает. Куда? Вспять, они убегают, они обратно. испугались, не Гену, это же тоже область была, они испугались крымско-татарской армии, тем самым они стали вассалами, то есть тем самым генуэзские владения в Крыму, они стали вошли под вассалитет Хаджи Герая. Дальше, 1502 год. 15 июня Мингли Герай полностью разбивает Сиида Ахмеда, хана Большой Орды. То есть и тем самым он становится правителем Великого Юрта. Тем самым Крымское ханство становится наследником Великой империи чингизидов. То есть это очень важная дата для нашего народа. А почему была битва между ними? Потому что Большая Орда сражалась с Крымским ханством, потому что за власть. Ну, это же вассал будет, да? Они не вассалы, Большая... мы. Нет, мы не были вассалами. Просто у нас, смотрите, была Золотая Орда, которая развалилась по кусочкам, и они начали между собой враждовать. И победителем здесь вышло Крымское ханство. Именно Крымское ханство стало наследником Великой империи чингизидов. Вот поэтому вот эта дата победы над Большой Ордой, она важная. Переходим дальше. Территория какая стала после этой победы? Ой, я вам сейчас точно не скажу. Что территории какие достались? То есть, победили хорошо, а что там, На самом деле это больше такая идет знаменательная победа. Опять же, тут вопрос в территориальный, он тоже как-то не совсем правильно его задавать, потому что они все равно кочевники, они с одного места в другое место кочуют. Вот, факт остается фактом, что вот он зашел, Мингли Герай зашел в шатер, и он стал победителем. Все. Дальше у нас Мехмед Герай, про которого вообще очень мало говорят. Он в 1521 году тоже сжег столицу Москвы. Но про него не говорят почему-то, при том, что у Мехмеда Герая поход был намного больше. Он победил при Коломнах, он захватил Астрахань. В Астрахани в 1523 году его, правда, убили свои же, представители Ногайской Орды. Потом из великих побед можно привести 1602 год. Гази Герай II, который просто славится тем, что он был военным стратегом, он был поэтом, он был талантливым человеком, и он просто сломил Трансильванскую армию. 9/10 армии просто погибли на поле боя, огромное количество людей в плену. Потом битва при Черной долине, когда крымские татары разгромили русское войско, которое было в 4 раза больше. То есть это на самом деле масштабные победы, о которых мы почему-то говорим очень мало. Либо битва под Веной, когда небольшой крымско-татарский отряд спасают флаг пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, то есть его знамя спасает от вражеских войск. То есть это все настолько интересно, это настолько восхищает людей. Поэтому мы разместили все эти даты. Если мы говорим, у меня опять же даты не только про военные походы. В календаре даты, касающиеся истории культуры, истории науки. Возьмем тоже Тиржеман. Вот мы с вами говорили про Исмаила Гаспринского. По науке что у нас есть? По науке у нас, например, рождение известных математиков, например, там Мехмеда Севдияра, рождение известных личностей. Опять же, по культуре, например, день рождения Заремы Тросиновой. То есть мы должны знать, да, например, когда вот у нас рождались вот такие вот интересные личности, художники, ученые. Опять же, выход в газеты Тиржеман, 1883 год. Вышла его газета. Опять же, эта дата важна для нас, потому что это первая тюрко-мусульманская газета. Мы должны об этом говорить. Опять же, Шефика Гаспринская издает в 1903 году Алем и Низван. Не издает, она становится главным редактором. Алем и Низван. Это первая тюрко-мусульманская женская газета. Это тоже огромный прорыв в истории. Нам нужно наконец-то обратить внимание на все эти даты, потому что это важно для нас. Потому что это для нас это огромный пример. Вот. Хорошо. Вот смотри. Значит, у нас есть большие даты побед, у нас есть большие
даты научных, да, то есть то, что было в прошлом, да? Да. Смотри, мы сейчас ну, в таком положении, что ну, как бы остается только гордиться тем, что было, ну, по факту. А мы разве гордимся сейчас? Ну, слушай, ну это из разряда вот этого, вот мы там что-то жгли, мы там что-то делали. Нет, это не из разряда, что мы там что-то жгли. Ну, в основном, то есть... Нет, знаете, это не из я не согласна, потому что, знаете, это просто показывает то, насколько вот войско крымских татар на тот момент, опять же, силы людей, вот взгляд историзма, да, включая, силы людей на тот момент оценивались по военной мощи, по большей части. И Крымское ханство в этом плане, оно было мощным, могущественным государством. И я, когда говорю об этих победах, я не имею в виду, что вот мы такие молодцы, что мы жгли. Нет, я имею в виду то, что мы были, ну, Крымское ханство было действительно могущественным и влиятельным государством. И даже Османская империя, для нее Крымское ханство, она бы никогда в жизни не отпустила бы это государство, потому что у крымских ханов была хорошая армия, была прекрасная кавалерия, были прекрасные стрельцы. И для Османской империи армия крымских татар была важна. На самом деле вот эти победы, они просто говорят о нашем определенном могуществе в прошлом, влиянии не только на региональную историю, но и на международную историю. Вот эти победы, которые касаются культуры, издания газет и так далее, это тоже нас должно восхищать в некоторой степени. Опять же, это одна грань истории. Наша история, она многогранна. У нас нет не только военные походы. Вот у нас в Крыму были очень развиты, было хорошо развито образование. То есть из Крыма очень много было ученых, которые потом переезжали в Османскую империю, в другие, сейчас скажу, вилаяты Османской империи, и там обучали. Вот в этом плане Крымское ханство, оно тоже было очень таким примерным для нас в том числе, потому что образовательная мысль развивалась. Опять же, возьмем другую грань историю, женскую историю тоже. Сколько женщин, которые имели огромное влияние на образовательные процессы в период Крымского ханства, ну не только Крымского ханства, Крымского улуса, например. Женщины, которые имели влияние даже на политику, на какую-то просветительскую мысль, это тоже для нас должно быть неким примером, потому что сейчас мне не нравится, например, что распространяется такая мысль о том, что девушка, там, это особенно восточная девушка, или там, например, вот я ношу хиджаб, о том, что там наши девушки, они какие-то затворницы. Нет, вот если мы более глубоко посмотрим на женскую историю, вот возьмем даже просто, начиная историю ислама, да, например, первая жена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, она была первой бизнес-вумен. Другие жены были хадисоведами. Это мы про кого говорим? Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Хадиджа. Угу. Она была бизнес-вумен, ее уважали мужчины. Так, смотри, хорошо, вопросов нету. Но ты же понимаешь, что вот я хотела еще крымская татарка в Крыму отличалась от женщины, там, условно говоря, где-нибудь в арабской стране или в том же Узбекистане, что нет? Ну, в каком смысле? По правам. Практически, если мы сейчас на современную ситуацию смотрим. Не современную, а вот раньше. Раньше я не думаю, что сильно отличались. Потому что у нас, вы хотите сказать, что именно? Я хочу сказать, что, ну, смотри, даже для турков, для усманов, для них было, ну, как бы такой новостью, какой вес женщины в Крыму имеют. Да. Ну вот. Не именно новостью, вот Османская империя. Ну, удивление, скажем так, ну не то, что новостью. Вот в Османской империи есть очень много красивых мечетей и медресе. Как вы думаете, кто их строил? Ну, можно догадаться, просто я не сильный знаток в этой истории, да, в этой теме, но то, что у меня осталось в памяти, именно вот это, то, что роль крымской татарки в Крыму, как женщины, она по правам была расширенная, то есть и отличалась от женщины, условно говоря, где-нибудь в другой мусульманской стране. То есть, ну, не было такого 100%, что все женщины в исламе были одинаковыми по правам. Ну, даже вот в Узбекистане, если возьмите, там вообще не так много прав. Вот если мы берем вот эту современную ситуацию, вот я больше скажу, что это джахилия, когда вот женщину сильно вот ограничивают, что вот там в углу должен сидеть и ничего не делать. Ну, на самом деле... женщина тоже.
Ты из этой стороны, ты из потерпевшей стороны, Да, поэтому ты хочется, да. Потому хочется что, знаете, я тоже претерпеваю за руль хочется иногда. сесть? А? За руль хочется сесть, машину водить? А я буду водить машину, Вот, иншаллах. А вот. почему нет? А почему я не должна? в Иране еще до сих пор не разрешили. Ну, это мы сейчас на современную ситуацию смотрим, да? То есть это мы не смотрим со стороны ислама. Если со стороны ислама смотреть, вот сейчас я в пример приведу и крымских татарок обязательно. То есть поощрялось образование среди женщин с самого начала. Поэтому я в пример привела жен пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, потому что образование поощрялось обязательно. Первый университет кто построил? Женщина-мусульманка Фатима аз-Захри построила первый университет в Фесе, да? И опять же, берем крымских татарок. Ну вот смотри, вот первый университет, честно говоря, такая очень скользкая тема, потому что... Подождите, это не совсем скользкая. Очень скользкая если тема. Европейские исследователи тоже это Нет, давай признают. Европу не будем против. Европа — это очень молодое государство, очень молодое образование. Но задолго до ислама, до возникновения ислама существовали и образовательные учреждения, но просто они не университет назывались. Я в этом плане. Не, я не говорю о том, что образования не было. Нет, у нас вот была античность, Древний Египет и так далее. И мусульмане тоже переводили их труды, и в дальнейшем их более улучшали, идеализировали и так далее. Нет, я вам сейчас говорю со стороны того, вот, что вот был университет, который до сих пор действует, да, например, в Фесе. Вот я это имею в виду. По поводу крымских татарок. Крымские татарки тоже строили. Можно я расскажу про образование? Ну, людям интересно про многоженство знать. Сейчас я расскажу. В общем, наши крымские татарки тоже образовательные учреждения строили. Ну вот первая медресе кто в Крыму построил? Ну, я не знаю. Инджибек Хатун, она построила вот первое медресе в Старом Крыму. Вот есть же мечеть Узбека. Да. Вот там была Сзади пристройка. него. Да, Да, это да. она построила, тоже женщина. У нас здесь им Смехан Джами, вот Бахчисарай. Не, подожди, ты же тоже женщина, как будто тоже человек. Ну, понятное дело. Вот. То есть я про это и говорю, Да. что в Крыму женщины имели расширенные права. В том числе, если она может строить, значит, она имеет право, ну, это сразу понятно, что есть, ну, как бы, знаешь, условно говоря, мы можем понимать, да, если женщина может строить что-то серьезное, значит, у нее много прав. Вот я про это говорю. Но, кстати, история многоженства в Крыму тоже очень такая скудная. Ну, Да. скудная, согласись. Да, я об этом писала у себя в блоге. Ну, я не по знаю, поводу может быть, я у истории. тебя читал, но я вообще интересуюсь этой темой не из практической точки зрения, а просто как образовательной. То есть за пределами Крыма это было распространено, у нас, у крымских татар, это не было распространено. Вот почему? Может быть, связано с тем, что у женщин были расширенные права, и Нет, они не это не с этим связано. Точно не с этим? Смотрите, нам нужно смотреть на исторические моменты с практической точки зрения. С удовольствием. Давай Почему посмотрим. было развито многоженство у мусульманских? Кстати, Были войны, были вдовы. не среди ислама. Вы знали, что вот в христианстве и в иудаизме тоже до определенного периода было многоженство? Слушай, я тебе больше скажу, что мужчина, когда появился, осознал себя как мужчина, он захотел, чтобы у него было много женщин. Да, это на логично. самом деле, это вот не та позиция того, что вот я мужчина, мне там... А какая позиция? Подожди. Тут мужчина пытается защитить нескольких женщин. Тут Стоп, просто- подожди. Мужчина пытается продолжить род, Да. в первую очередь. Но нет. А для того, чтобы продолжить... Точно нет? Не, ну хорошо, ладно. Я Для думала, вы того, про чтобы многоженство. Хорошо. Ну, я к этому веду. То Да. есть для того, чтобы продолжить род, ну, смотри, одна женщина может родить условно 10 детей. Ну, мы берем старое время, да, не сейчас. сейчас Две женщины могут 20 детей родить. Да? К примеру, у османов, ну, у правителей, у него могло быть там 100 там, женщин, которые могли рожать, ну, условно говоря. То есть, Время. да, вот это не связано с многоженством, то есть это же просто узаконенная история. То есть если идут войны, есть вдовы, Да. есть дети, которых нужно ставить на ноги. Человек, который обладает деньгами и средствами, он берет себе жену официально и берет ответственность за этих детей и за эту женщину. Но вот так же это все? Да, Или я ошибаюсь? это чаще, да, делалось из практической цели. Практически, То есть да. у Аллаха есть мудрость. В Коране есть определенная мудрость для нас, да? И он дозволил вот эти вещи для нас же. То есть в практических целях. То есть если произойдет какая-либо ситуация, либо там еще что-то. Бывает так, что мужчина там любит 2 женщин или еще что-то. Разные ситуации в жизни бывают, разные. В этом глубокая мудрость. Просто внешне на это смотришь, ну что это такое? А когда ты внутренне, ну, как бы это все изучаешь, Да.
то ты понимаешь, что есть в этом мудрость. И говорить Так, о том, подожди, что в мудрость в крымском чем? ханстве... Мудрость в чем? Ну, мудрость даже многоженственная есть определенная. Если Аллах это дозволил, значит, в этом есть определенная мудрость, Ну, я правильно? тоже так думаю. Вот. А как это женщинам объяснить? Ну, по поводу Крымского ханства. Так. То, что у нас не было особо распространено многоженство, опять же, если возьмем Крымское ханство, сведений на эту тему Мало. мало, да. Но опять же, оно не было, да, распространено у крымских татар. Ну почему? Ну смотри, Это у не нас, говорит, у нас это не свободные говорит о сильные правах. женщины, и нет многоженства. Неужели это не с одной кладки яйца? Нет. Точно нет? Это не говорит о правах каких-то, о том, что вот у нас тут прав больше и так далее. Мне кажется, это с практической точки зрения, может быть, здесь особо и не нужно было. Так, хорошо, смотри, вот у нас Крымское ханство, да, есть большое могучное войско. Вот ушел войско в поход, там, условно говоря, там 10% не вернулось. Эти женщины остаются, ну, без мужей. Вот эти женщины, они куда? Ну, они же куда-то девались, то есть как это, что? Смотри, на самом деле, я не хочу докопаться до вот этого, честно. То есть мне интересна чисто логическая связь. Если мы берем два факта, что это же факт, в Крыму женщины были свободны, условно говоря, имели много прав. Они имели много прав, но не совсем свободны. Ну, подожди, больше прав, чем вне Крыма? Не больше. Я думаю, что вот... Мы разные книжки читали, значит. Какие книги вы читали? Я думаю, что приблизительно похоже. У женщины права появились благодаря религии. И как бы в разных местах это все... Клеопатра знала об этом? Клеопатра — это другая. Но он уже женщина. Это немножко... Ну хорошо, вот берем Клеопатру и берем женщин, которые жили при Клеопатре. Они разве хорошо жили? Ну, ее обслуга, я думаю, нормально жила. Ну, смотри, я понимаю, это я просто так зацепился. Понятное дело, я понимаю, о чем ты говоришь. Но это же факт, что в Крыму многоженства не было. Ну, то есть мало было. Было мало. Почему? Как ты считаешь? Вот твоя версия. Я опять же говорю, что исхожу из практической точки зрения, и мне кажется, возможно, просто мужчин было чуть больше, чем, например, там в других местах. То есть... Вот я, например, общалась с Новайцем, он тоже историк, учится в Турции, и он мне говорит... Да, Новайц, есть такая нация в Дагестане. И он учится в Турции на историка, и он мне говорит о том, что у нас, например, мужчин мало, поэтому у нас до сих пор, например, многоженство, оно распространено. Вот на территории Кавказа. У нас вроде бы все... У них богатых мужчин, наверное. Не, ну смотри, я думаю, что это такая хитрая позиция. У нас мало мужчин, поэтому нам много женщин. Так, ладно, хорошо. В общем, оставим эту тему. Да, острая тема. Очень острая тема. Я боюсь комментарии читать потом, Аллах. Все знают про дату аннексии, да, Крыма? Ну, аннексия, это имеется в виду вот этого, да, Шагин-Гирей, вот эта вся история, да, когда Крым присоединили к Российской тогда империи. Объясни мне, пожалуйста, вот почему за этот длительный период, вплоть до депортации, ну, давай до революции, скажем так, да, до революции вот этой вот. Там разница небольшая в числе. Небольшая разница, да, то есть, ну, там качественно было разное время, ну, давай возьмем вот эту революцию. От событий, связанных с Екатериной II, до событий предвещающей первой революции, Первой мировой войны, почему в Крыму было такое затишье на науку, на культуру, на какие-то яркие моменты? Почему Гаспринский появился так поздно? Ой, Гаспринский для своего периода он был революционной личностью, Он вообще был революционным. Но почему было до него, не было 200 лет тишины? Почему? 100 лет. А на 1783 год, аннексия Крымского ханства, и до 1883 года это период Кара-Асыр. А на 1883 году Гаспринский издает «Терджиман». Первая тюрко-мусульманская газета, вообще у крымских татар появляется первое печатное издание. Да. Действительно, вот Кара-Асыр, черное столетие, у нас абсолютно ничего не развивалось, ни наука, там, ни культура и так далее. Мы полностью были замкнутым в себе народом на тот момент. И я не готовилась к ответу на этот вопрос, но мне его часто задают, и мне все-таки кажется, что на тот момент крымские татары пережили определенную психологическую травму для себя, потому что это было огромнейшее, могущественное государство, и теперь его
нет. Более того, сократилось население очень сильно. Ну, миграция, там же были волны миграции. Не только большие. миграции. И благодаря военным походам, которые в Крым делали, просто вырезали части населения. И были миграции, да, то есть создавались определенные условия для того, чтобы человек эмигрировал в Османскую империю на тот момент. И вот сейчас там тоже живет много крымских татар. Иммиграции, да, то есть какой-то комплекс, возможно, появился. То есть мне кажется, это все-таки касается того, что люди уже на тот момент, ну, опять же, крымские татары попадают в новое юридическое поле для себя, не только комплекс там какой-то или определенные страдания от того, что вот уже нет того государства, которое было, и они вспоминают о нем только в сказках, да, как... И крымские татары попадают в новое юридическое поле. Это уже другое государство. Российская империя. Это в основном православное государство, где там преобладает русский язык. Ну, то есть на русском языке говорят, где есть определенные... На тот момент еще существовали ущемления прав, если ты там не православный или ты мусульманин. Было такое. И об этом в книгах тоже написано. И опять же, создавать образовательные учреждения. Вот представьте, вы крымский татарин, да, вы читаете намаз, все и так далее. И вот вам там 15 лет, например, и вас там отдают в какое-то образовательное учреждение, там, в лицей. И там все на русском разговаривают, православные, там спокойно едят там свинину, например, и так далее. Ну вот как и так далее. Если взять прям преддепортационное время... Нет, давайте возьмем 19-летие до Исмаила. Я беру конец. То есть я беру уже прям конец. Ну, тогда еще много было татарского языка вообще везде. Нет, ну тогда уже это было расширено. Тогда начали то есть появляться... больше начало появляться? Потом уже начали появляться образовательные учреждения. Если мы говорим про образовательные учреждения, которые были в периоде Российской империи, они тоже не сразу начали появляться. И они начали появляться благодаря усилиям крымских татар, которые специально там собирали деньги на то, чтобы обустроить какую-то школу. Ну, то есть все равно там дети продолжали обучаться в медресе, но опять же связи с Османской империей, они тоже как-то оборвались. То есть, например, человек нужно получить там высшее, вот как у нас сейчас в нашем представлении, для того, чтобы ты обучал детей, у тебя должно быть высшее образование, там бакалавриат, магистратура, там аспирантура, если ты там учился за границей, вообще круто. Но вот представьте вот эту ситуацию, наложите на тот период, и вот эти все связи, они были исключены. И людям приходится преподавать то, что они, по сути, и так знают, то есть опираться только на собственные усилия. И плюс на это все накладываются вот эти страдания о том, что... переживание о том, что государства своего уже нет. То есть, можно так подытожить, что вот эти 100 лет, это была какая-то растерянность, да? То есть, много народу уехало все равно, то есть, эти миграции, они есть, они зафиксированы, и в основном мигрировали люди, которые, скажем так, из интеллигенции, у кого были деньги просто тупо переехать. Нет, не всегда. Люди не на последние деньги переезжали, особенно из степей людей просто... Степь вообще вся уехала. Да, вот их просто выживали из степей, то есть, там были разрушены колодцы, у людей не было просто... Я думаю, что это не связано было с выживанием, потому что степь, смотри, давай так, посмотри, есть Южный берег, да, который намного привлекательнее, чем степь. Ну да. Но в Южном берегу все же сохранились. Смотрите, удар весь приходится, когда там война или еще что-то, на что у нас приходится удар, если географически смотреть. Когда захватили Крым, уже никаких ударов не было. То есть была просто какая-то общая политика, которая была на весь Крым распространялась. Но насколько я знаю, что эти миграции были связаны в том числе из армии, когда призывали в армию молодых. И это тоже очень часто очень было. Много было факторов. Но по итогу мы имеем, что целыми селами люди уезжали. Просто село встали на обоз и все, и погнали. То есть, получается, прогрессивная мысль, интеллигенция так или иначе уезжала. Тоже, да, так. И получается, что вот эти 100 лет, это было просто смута до тех пор, пока появился Госпинский. Да. Но понимаешь, в чем нюанс? Я столкнулся с такой мыслью, что роль Госпинского тоже неоднозначна для некоторых крымских татар. То есть я сталкиваюсь с такими мыслями иногда, что его называют садханом там, условным, там, на него какие-то ярлыки вешают, при том, что он имеет огромное количество заслуг.
Вот ты можешь в 2 словах вообще сказать, ну, его, можно вообще роль его оценить? Я, знаешь, еще один момент хочу сказать, что Исмаил Гаспаринский настоял на том, чтобы эта типография тюркская, она была именно в Бахчисарае, в Крыму. Потому что это были деньги, ну, государственные, да, на что это все собиралось. И предлагали там в Башкирии, предлагали там, ну, в Уфе предлагали, в Казани сделать предлагали. Он именно настоял, чтобы это было в Крыму, в Бахчисарае. То есть Бахчисарай автоматически стал центром тюркского народа, тюркских народов, когда вышел Эртер-Диман. То есть, ну, это же глобальная история, правильно? Конечно, глобально. Естественно, глобально, поэтому мы разместили и дату о том, что было издано. Потому что, опять же, это тюрко-мусульманский. Берем широко, там не Крым, а вот тюрко-мусульманский мир, он огромен. То есть, по сути, вот и нам тоже вот преподаватели говорили, что вот Исмаил Гаспаринский такая вот личность, о которой все должны знать, и не только крымские татары. Просто, по сути, Исмаил Гаспаринский, он повлиял не только на мысль, которая развивалась в Крыму, он повлиял на мысль, на философию, на развитие мысли среди всех тюрков, которые проживали в Российской империи. Образование, ну, ты знаешь, а вообще тюркам нравится его история про Брюлик, про единство тюркских народов. Я думаю, что многие тюркские народы его знают по этой теме. Это очень сильно распространено было. То есть они и благодаря вот этой истории они знают Гаспаринского, то есть другие тюркские народы, ну, условно говоря. Вообще, в принципе, вот эта тема объединения тюркских народов, она в свое время была очень сильно распространена в начале 20-го столетия. Но она мало кому, ну, не всем нравилась, но она была распространена. Да. Что касается Инстаграма, давай поговорим. Да, давайте поговорим про Инстаграм. То есть, я видел, что у вас был такой инстадевичник, да, ну, такое название. Инстадевичник. Да, такое немножко смешное, но не суть. Смотри, значит, Инстаграм – это неотъемлемая часть твоей жизни сейчас. Да, на данный момент, да. То есть это даже можно назвать как работа, да? То есть, ну, полноценная работа. Ну, не совсем работа, но я уделяю этому огромное количество внимания. Ну, это работа называется. То есть, ну, мы… Ну, работа где-то там зарабатываешь. Не, ну подожди, потом реклама пойдет, нормально. Ну, реклама, я вам так скажу, на рекламе блогеры в СНГ зарабатывают не так много, как кажется. Точно? Такое. Потому что я когда обращался, там нормальные ценники. Ну вот, я не знаю, кому. Ладно, ну, и, конечно же. Я имею в виду, что я именно говорю про то, что у нас есть такой стереотип, что если работа, значит связана с деньгами. Но если это твое хобби и твое творчество, которое уделяет, которое съедает огромное количество времени, это работа. Это работа, скажем так, но получаешь ты не деньги, а какое-то эмоциональное удовлетворение, да, то есть какие-то цели ты свои реализуешь. Да. Расскажи про этот инстадевичник. Вообще, что это такое? Это, ну, какая цель вообще была этого? Ну, смотрите, я на самом деле человек такой, который любит много обучаться, и я считаю, что нам, крымским татарам, в данный момент стоит делать сверх. Вот если я историк, значит, мы еще, вот этого мало, нужно еще что-то такое вот для себя выбрать. То есть я всегда нахожусь в пути чего-то изучения. И недавно я прошла специальные курсы по СММ. До этого я специально изучала долго Инстаграм, вообще как что делать. Обсуждаем это с подружками регулярно. Потом я прошла курсы по личному бренду. Потом я прошла курсы по монтажу в сторисы. Ну, полноценный, да? Да, то есть я очень много уделяю времени учебе, самосовершенствованию, поскольку блог это, я веду блог, и все меня знают как блогера. Да. И я пришла к тому мнению, что на данный момент, к сожалению, у нас крымский блогинг развит плохо. То есть не очень хорошо. Если мы будем сравнивать с другими регионами, например, если мы возьмем татарстанских блогеров, то есть у них чуть покруче будет. И я решила, что мне хочется менять что-то в этой сфере. Мне хочется, чтобы наш Инстаграм развивался больше, чтобы у нас появилось больше познавательных Инстаграм блогов. в целом? Да, именно, нет, наш крымский. Вот именно, чтобы наши крымские татары развивались, потому что в Инстаграм можно развивать бизнес, можно, в принципе, самому развиваться как блогеру. Да, занимается, но занимается некачественно. То есть нужно более качественно работать над этим, а работать там над своим контентом, над тем, чтобы это было еще круче. То есть, и я заметила, что у нас немножко крымский Инстаграм вообще отстает немножко от трендов. То есть то, что было популярным год назад. Как Одноклассники, да, условно? Ну, по сути, да. Потому что было популярным год назад, у нас популярно только сейчас, и там набрать аудиторию можно... Вот, у крымских татар еще до сих пор с помощью розыгрышей, красивых фотографий и так далее. А с помощью чего можно набрать аудиторию? А есть разные методы продвижения. Но вот если мы говорим про Мызмызакай,
У вас действительно такая интересная деятельность, она актуальная, потому что это интервью с интересными личностями, и она будет набирать Ну, обороты. это разговор, это больше не интервью. Ну, разговор, да, У беседа. меня нет вопросов, понимаешь? У меня есть тезисный план, но это другое. Я поняла, но оно будет развиваться в дальнейшем, то есть потому что это интересно Ну, для людям. этого мы и собрались. Да, и если это делать регулярно, методов продвижения очень много. И у меня появилась такая мысль о том, что классно было бы собрать крутых блогеров наших крымских, которые вот развиваются, и рассказать людям о том, как вести Инстаграм, как продвигаться, с чего начинать, как оформлять страничку и так далее. И мы специально провели для этого инстадевишник. Такой этикет, да, Инстаграма? Да, базовый. не совсем, такое базовые правила. Вот. Основное я рассказываю на своих консультациях по продвижению, которые я начала проводить. Телефончик. Да, пишите, пожалуйста, мне по ссылочке. Ну, то есть можно обратиться сегодня к тебе, да, и ты как-то поможешь, объяснишь Да, людям. мы вместе с мужем начали этим в дальнейшем заниматься, то есть он мне помогает, он чисто дизайн, визуал, я вот чисто то, что внутри, текст и так далее, консультация, наполнение, да. Вот. Ну и иншаллах мы планируем в дальнейшем тоже заниматься этим. Ну, сами понимаете, пандемия, и как бы вот инста-вечеринки в дальнейшем проводить их, это тоже нужно делать не сейчас. Ну, хорошо, давай немножко про планы. Скажи, что вообще ты планируешь? Какие у тебя планы? У меня планов много. Ну, что-нибудь такое, выдели глобальное, что-то такое побольше. Глобальное. Ой, сейчас я расскажу. Во-первых, я хочу, опять же, то, что я сказала, развиваться в сфере инстапродвижения в Крыму. Вот я хочу в дальнейшем сделать на это удар. Хочу развивать больше свой блог, расширять тему блогинга, не только писать про Крым, но, в принципе, о всеобщей истории. То есть ты аудиторию хочешь расширить? И аудиторию, и для того, чтобы мы тоже мы мыслили более глобально, то есть чтобы мой народ нас читал и тоже как бы знали о разных событиях. Ну и плюс ко всему, чтобы другие люди, представители других народов, узнавали про крымских татар. Вот. Следующие план — это написание своего справочника, который мы сегодня с вами обсуждали. Я очень надеюсь, что у меня до следующей крымско-татарской ярмарки мы успеем все это сделать. Вот, это вот самых таких 3 намеченных целей, по которым я вот сейчас буду идти, иншаллах. Ну, смет. Да. А вообще за Инстаграмом ты видишь, да, перспективы вообще в этом сервисе? Вижу, да, вижу перспективу. А нет такой мысли, что там ТикТок его заменит, что-то такое? Не совсем, потому что все равно разница между ТикТок, Инстаграм и YouTube, например, есть. У нас YouTube, он создавался как, например, интересная, крутая площадка с видео. То есть людям нравится YouTube. Но YouTube, он актуален и сейчас все равно. То есть люди смотрят YouTube, но просто там контент чуть-чуть другой. То есть немножко более качественный. Инстаграм чуть полегче будет в том плане, что... Я не в том смысле, что в чем разница, а в том, что... Я думаю, что не заменит, скорее всего. Не заменит. То есть он будет жить и будет развиваться. Думаю, что будет развиваться в дальнейшем, поскольку Инстаграм, он тоже делает некоторые изменения в своей сфере, то есть тоже более упор на видео. Как и в ТикТоке, но все равно аудитория и немножко разница между этими социальными сетями есть. Вот. Ну, понятно. Сал, я не верю, что пришла. Тут хотел сказать Кейштан. Ну, это, видишь, это бренд, да, он всегда, он как прицепится. Ну, в принципе, ты же не против этого, правильно? Меня все устраивает, все прекрасно. Все нормально. Сало, что пришла, надеюсь, еще к нам придешь, когда будут какие-то новости. В общем, с удовольствием поговорим с тобой еще раз. Можем даже выбрать какую-то большую тему, какую-то одну глобальную тему и ее разобрать. Да, таких тем много. Вот, да, я думаю, про многогражданство подготовишься, чтобы не основать. Все, Лев, Сау.